Знаешь? По звуку что, нормально? Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем прямую трансляцию. Трансляцию мы ведем прямо с раскопок города Якутска. Это район бульвара Учителя. Меня зовут Олег Желнин, и с нами будет прямой эфир вести кандидат исторических наук. Можно вас? Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Строгова Екатерина Алексеевна, кандидат исторических наук, директор музея города Якутска. Вот я хотел бы перед тем, как мы посмотрим, как ребята будут работать, они специально убежали, чтобы не мешать, да? Нет, у них законный перекур, законное время отдыха. Понятно. И давайте, чтобы понятно нашим зрителям было, да, что вы здесь ищете? И главный вопрос, зачем? Вот я смотрю, здесь что-то есть интересное. Ну, знаете, наверное, самую главную, глубинную идею археологических исследований высказал в свое время Юрий Висбор, который написал: в прошлом веке мы ищем себя. Мы ищем себя. Да, задача нашей науки, наших работ — увидеть, как жили люди в прошлом, понять, кто мы такие, откуда мы пришли и куда мы идем. И неужели вот на этом небольшом клочке можно определить, как люди жили в прошлом? Можно. Можно? Можно, да. Вот вы, к сожалению, немного опоздали, потому что здесь у нас были замечательные остатки дома, где-то вот конца 18-го, начала 19-го столетия. Пришли бы там недели-две назад. Тут пейзаж был как в Великом Новгороде. Очень было красиво. Находим мы очень много предметов. Вообще раскопки эти ведутся с прошлого года. Вот за то, что у нас появился этот памятник, мы должны быть благодарны Елене Николаевне Соловьевой, неравнодушному человеку и замечательному специалисту, который открыла этот объект, просто проходя мимо и просто вынув древнюю керамику, ну чуть ли не из ковша экскаватора. Она, можно сказать, спасла вот это. Тогда, чтобы понимать, да, что вы сейчас уже нашли, чем вы можете уже гордиться? Ну, гордиться мы уже можем очень многим, и прошлогодними находками, и находками этого года. Основную массу находок составляют фрагменты глиняных сосудов, большинство из них русского происхождения. Да. Обычно на глине видно, сделана ли она на гончарном круге или слеплена вручную. Ну, я так вижу, вот это отсюда? Вот, да, это отсюда. Но вот некоторая часть фрагментов глиняных сосудов это принадлежность якутской культуры. Вот я специально отобрала именно такие образцы. Это вот якутская керамика, слепленная вручную, без применения гончарного круга. А как это вы, как определяете, что он сделан вручную? Ну, вообще, когда вот я не взяла с собой гончарную, надо было бы, конечно, показать. Вообще, когда керамика ослеплена на гончарном круге, изнутри, а зачастую и снаружи, остаются характерные такие полоски, вот от вращения. Так. Вот. А здесь, вот, если мы внимательно посмотрим, никаких таких полосок нет. Ага, понятно. И здесь вероятность того, что даже отпечаток пальца нашего предка... На самом деле такое, да, действительно бывает. Да? Действительно, иногда вот внутри обнаруживаются отпечатки пальцев человека, который лепил эту керамику. И у меня вот просто интересно, вы сказали, якутская эта керамика. Да. А чем она определяется? Ну, например, в первую очередь орнаментом. Вот я все эти фрагменты специально носила. А вот на данном сосуде как можно определить, что это якутская керамика? Ну вот это характерный орнамент. Это орнамент характерный для якутской керамики 18-го, вот конца 17-го, 18-го столетия. Углубления, да? Да, это все лепилось вручную, это вот налеплялись такие тоненькие валики, это вот все оформлялось, это все вот старательно, кто-то сидел, старательно делал, для того, чтобы жизнь была красивее. А вот еще вот чем-то отключается, это тоже вот эти осколочки, да? Да, ну вот здесь, смотрите, вот давайте мы не будем, так они посыплются просто. Вот смотри, вот, наверное, самый красивый фрагмент, очень характерный якутский орнамент, очень характерный.
которые существуют с древних времен. И вот, как видите, просуществовал, пользовались и в 18-м, и поздняя керамика, она вот с таким красивым орнаментом. А можно определить, для чего вот этот сосуд использовался? Или это уже... Ну, это достаточно трудно определить. Иногда бывает, что здесь, вот, к сожалению, у нас не сохранилось. Иногда бывает, что на оборотной стороне сосуда остается нагар, вот когда пищу варят. Вот здесь, да? Да, вот здесь. Вот здесь вот на верхней части стенах, да, вот эта пена, когда пищу варят, она прилипает и остается уже навсегда. Понятно. Вот тогда можно, конечно, сделать химический анализ и попытаться догадаться, что же варили в этом сосуде. Ну, судя по орнаменту, наверное, из него кумыс пили, нет? Нет, хорошо, молоко, я не знаю. Я тоже не знаю. Нет, пили вряд ли, потому что, судя по дуге, это достаточно крупный сосуд. То есть что-то хранили? Скорее всего, хранили или готовили. Вот. Так же, как и в этом сосуде, вот обстоятельства его обнаружения вообще очень интересные, потому что вот эти фрагменты, они лежали все вместе, все рядом, на такой своеобразной подстилочке маленькой из соломы. Такое вот впечатление. Именно этот, да? Именно этот. Такое впечатление, что вот эти кусочек соломку подстелили прям вот как салфеточку именно специально под горшочек. Вот. И рядом с ними вместе лежал вот такой вот очень хорошо, нет, мы его не будем, эта штучка развалится, очень хорошо всем известный предмет. Это мутовка. Точно такая же, которую готовят, то есть вот деревянная палочка и из рога. Функциональная часть точно такая же, которую делают и которыми пользуются до сих пор. Но то только этой мутовке примерно 300 лет. И оно отсюда? Отсюда. Вот они лежали вместе. То есть можно себе сразу представить такую картинку, как женщина сидит и в этом горшочке вот этой мутовкой сбивает кёрчих, например. А вот это какой тогда век получается? Это 18 век. Вот судя по определению вот этого керамики Анатолием Игнатьевичем Гоголевым, это 18 век. Ну, я думаю, для нас это все равно достаточно много. Получается, если брать, значит, здесь было какое-то строение, или что вот по-вашему? Здесь жили люди, причем жили с давних времен. Где-то в этом районе еще в 40-е годы Алексей Павлович Окладников обнаружил стоянку каменного века. Но, к сожалению, точность его описания такова, что найти этот памятник по его описанию невозможно. Понятно. Вот, то есть это место, оно было привлекательно для людей изначально. Если говорить об этом месте, насколько, вот я в своем репортаже один раз сказал о том, что такие раскопки первые в Якутске, но вы сказали, что вы уже были на Колыме и в других местах в советское время. В советское время. А вот в современное время вот такие раскопки где-нибудь еще видны? Ну, вообще в городе Якутске это действительно абсолютно первые в истории раскопки. В городе Якутске никогда масштабных раскопок не проводилось. Вот. А с чем это связано? Почему? Интереса не было. Находки различные, довольно интересные были. Часто случайно находили древние якутские погребения. Известны знаменитые раскопки Тыгынова курганов в 30-е годы, потрясающие совершенно. Ну вот как-то городская среда, она почему-то не интересовала исследователей. Даже вот территория Якутского острога, она много лет после гибели самого острога была доступна абсолютно для исследований, но почему-то вот никакого интереса это не вызывало. Но я так понимаю, что на этом месте еще что-то нашли. Вот мы узнали, что здесь была якутская керамика, хотя в большинстве говорят, что она не так была развита, да? А вот Нет, это что? А вот это, ну, я думаю, тоже хорошо узнаваемая вещь. Это берестяной туесок, в котором, вот он интересно, двухслойный такой. Да, тоже все хорошо знают. Вещь, в которой можно, ну, донышко, к сожалению, у него такой плохой сохранности, что оно сейчас тоже. Нет, ну вы же как-то определили, что он двухслойный. А вот, смотрите, его же видно, видите? Вот один слой бересты, вот второй слой бересты. И датирование? Ну, судя, пока мы как бы точно датировать это не можем.
Ну, это вот, это может быть 18 век, это может быть там самый конец 17 столетия. Но основной интерес этот туесок представляет, потому что это туесок русской работы. Откуда вы это определили? А это определяется очень легко. Вот видите, вот этот замочек. Вот такой треугольник. Да, вот такой способ. Там на самом деле есть еще такой флажочек квадратный. Заводится и застегивается. Вот таким образом. С помощью такой конструкции даже иногда прямо целые тулоба делали. То есть они вот все вот так вот тык-тык-тык треугольничками. Но вот этот туесок, он у нас сшит. Вот такой шов тоже я, опять же, Анатолию Игнатьевичу Гоголеву показывала. Он тоже сказал, что не-не-не, это русский предмет. То есть вот он сшит не характерным образом и не характерным материалом. Он сшит такой лыковой, как бы вот ниточкой. А у якутского народа технология немножко другая была, да? Да, технология другая. Я к чему говорю, значит, вы мне сказали, что вот туесок, вот керамика, и якутского народа, оказывается, керамика была своя. То есть, да. Помните, мы разговаривали о том, что эволюция, и люди привыкают к тому, что тот же русский народ, он привозил свои предметы быта, да. И это было всегда постоянно. Но это как сравнить с нашим, наверное, завозом, да? Да, да. Когда мы привыкаем, что нам все привозят, а мы просто пользуемся. Вообще, поначалу действительно везли достаточно много русской керамики, а потом довольно быстро, вообще русские довольно быстро оценили талант якутского народа к разным ремеслам и достаточно быстро перестали завозить, например, железные изделия, когда поняли, что произведения якутских кузнецов, они надежнее. То есть они завозили железо, но отдавали делать предметы уже кузнецам-якутам, например. Из какого это века у нас? Вот, 17-го. Очень большой популярностью по всей Сибири пользовались и хорошо продавались якутские панцири-куяхи. Вот, по всей Сибири продавались, и их вот на нашем цехе, да, было кузнечное дело по древнему рецепту, у нас сейчас так говорят, на самом деле, по древней технологии. То есть это было давно, и это действительно надо возрождать. Там есть особые секреты, судьи даже... Там есть особые секреты, да. Но каждый народ имеет свои особенности, свои секреты, свои излюбленные да, я вот хотел способы. Спросить, чем якутская керамика отличается от русской? Судя по всему, вы сразу определяете. Отличается именно вот орнаментом и технологией производства. Но с другой стороны, в 17 веке, да вообще все время русские делали не только гончарную керамику, но и тоже керамику, которую лепили руками, без применения гончарного круга. Но это, как правило, вот чисто для себя, там, не на продажу, никуда, так попользовался и выбросил. Вот. И такие вещи отличить, если у них нет вот этой части верхней, которая очень характерная такая, да, и нет орнамента, их отличить практически невозможно. Я вот и хотел спросить, в чем у якутского народа особенность? Дело в том, что действительно многие, и сейчас мы этим пользуемся, нам привозим, мы покупаем, а якутский народ брал то, что технологии делал сам, я правильно понимаю? Ну, вот под себя все переделал. Что интересно, вот и как бы вызывает большое уважение, многие народы Западной Сибири, когда к ним пришла русская керамика, ее много, она вот делалась на гончарном круге, то есть достаточно быстро и качественно, они отказались от собственного производства керамики. Вот. А вот якуты производили собственную керамику вплоть до начала 20 века. То есть, несмотря на то, что русской керамики было полно, они продолжали сохранять свои традиции и продолжали делать вот эту керамику. Ну, другое дело, что она, может быть, не такая красивая и не такая изящная, как более древняя якутская керамика, скажем, там, 16 века. Но факт остается фактом, что они сохранили традицию, они сохранили вот это вот производство. А вот этот вот экспонат, немножко да, вот это вот у нас вообще замечательные совершенно экспонаты. Это фрагменты кожаных изделий. Вот такой фрагмент, видите, прямо целый. У нас еще второй есть, пара у нас их на самом деле. Но что это? Это обувь. Не знаю, это остаток опорок сапога, может быть, видите, здесь вот видно, что что-то было здесь пришито. То есть либо это опорок сапога, либо здесь было пришито вот каемочка какая-то.
скорее всего, сапога все-таки. Достаточно крупные люди, да? Ну, мы померили 43-й размер. И какой это век у нас? Вот эти находки, они находят полные аналогии в материалах нашего эталонного русского памятника Мангазеи. То есть типологически мы их можем датировать 17 веком. А вот это уже как бы остатки, Ну вот, да? видите, тоже берестяная стелька такая характерная, да? Ее размер мы, правда, не мерили. Вот, это вот я пока твердо не уверена, что это такое, но мы его еще будем Смотреть. Мы его будем не только смотреть, мы его еще будем реставрировать, то есть на выставке он будет выглядеть гораздо. Сейчас вот он в таком виде, как его, собственно говоря, нашли. Прямо отсюда? Прямо отсюда, вот там вот, где ведра стоят, вот там, по-видимому, была помойная яма, потому что в одном месте было найдено много, я просто вот принесла наиболее такие выразительные, а на самом деле много фрагментов обуви и вот этой вот верхней части, и стелек отдельно, и каблучные наборы есть, каблуки у нас, вот все оттуда из одного места. И там же крупные такие фрагменты гончарной керамики. То есть это вот, видимо, мусорная яма 17 века. И что-то вы здесь еще нашли по поводу рыбалки, да? Это по поводу рыбалки, да. Что-то интересное. По поводу рыбалки, ну вот это был тоже предмет, который меня просто вызвал такой детский восторг. Вот я думаю, что мало кто знает, что это такое. Это грузило для сетей. То есть... Вот видите, тут дырочка, да, вот там внутри, если мы посмотрим, вот там внутри лежит камушек, который как бы утяжеляет вот это. Просто вот заворачивали в бересту. Вот просто заворачивали, видите, оно было сшито в свое время, чтобы не вываливалось. Вот дырочка, видимо, за которую ее подвешивали к сети, вот так вот. Ну, тут, конечно, место очень удобное. Тут у нас река Лена рядом. Вы знаете, что Зеленый Луг достаточно позднее образование, а река была прямо здесь. Здесь у нас протока Лог. То есть очень такое вот место для рыбалки удобное. И вот такие грузила, они очень характерны для всего русского севера. И название практически на всем протяжении российской Арктики в русском языке оно одинаково. Это грузило кибас называется. Кибас. Да. Наши русскоустницы, когда говорят во множественном числе, говорят кибасья. Кибасья. Да. Вот русскоустницы даже они вот тоже сохранили вот это слово кибасья. Ну, я хотел бы еще что-нибудь. Я смотрю, там что-то еще интересное нашли, да? Вот. Ну, у нас интересных находок очень много. Давайте посмотрим те, которые вы принесли. Я просто как бы не показываю. Во-первых, они еще не готовы к демонстрации, а во-вторых, если я сейчас все покажу, что народ будет смотреть на выставке. Ну, я так думаю, что выставка, которую вы хотите провести в День города, да, я понимаю, что вы к ней готовитесь. Да, мы я просто готовимся. Попросил вас принести, что нашли на территории города Якутска. Такой у нас интересный очень крестик, медный крестик. Видите, даже с фрагментами веревочки. Это говорит о том, что это христианство. Ну, конечно, это православный крестик. Я искала аналоги, но у нас обычно вот первая как бы обязательная работа – это поиск аналогов, чтобы определить время, принадлежность культурную, например, да, время изготовления того или иного предмета. Вот среди уже как бы известных материалов мы ищем, есть ли аналогичные предметы. И вот аналог я нашла на сайте Московской духовной академии. У них есть замечательный такой церковно-археологический кабинет. Они занимаются, Сергеем Посадисом Бог велел. И вот я нашла два таких же крестика у них на сайте, один медный, другой серебряный. Они датируют этот крестик 17 века, такие же крестики 17 века. А вот если говорить, да, о том, что вот этот крестик, да, он говорит о человеке, вот вы как археолог можете что сказать? Мы же привыкли крестики на цепочках таскать, а вот сейчас вот это богатый чай или нет? Медный крестик сам по себе говорит о том, что этот человек, не сильно богатый. Да, это либо такой бедный человек, либо человек среднего достатка. Но, с другой стороны, крест и у богатого человека мог оказаться самый простенький. Очень много связано с этим.
довольно сложные там и традиции, сложные и передачи с поколения в поколение, и традиции побратимства, связанные с обменом крестами, например. Вот. Поэтому, ну, трудно сказать. Но в основном, конечно, медные крестики носили люди до среднего достатка. То есть это уже как бы говорит о том, что люди здесь жили, и уже была вера, которая... Она давно... Она была, потому что это 17 век, она уже это... И вот этот памятник, он очень ценен тем, что он у нас такой показательный вот как бы именно русской городской культуры. То есть это уже город Якутск. Это не какое-то поселение, что-то такое еще. А вот эти материалы, это уже город Якутск. Вот если бы этих зданий не было, мы бы с вами сейчас вот так наискосок прямо увидели бы площадь Марата. Предположительно, именно на этой территории в 1644 году по приказу воеводы Головина был построен Якутский острог, который перенесли с того берега реки сюда. Вот. А если мы с вами, вот опять же, если бы этих зданий не было, вот так туда бы посмотрели, мы бы увидели площадь Дружбы народов, да, где у нас находится площадь собор, где у нас находился Якутский острог, в 1682 году построен по приказу Ивана Преклонского. Да? И то есть вот это место, оно попадает в сферу посада и того острога, и этого. То есть что вы хотите этим сказать? Вот тем, что я хочу этим сказать, что вот это место, оно находится вот на такой самой исторической оси нашего города. То есть здесь большой культурный слой проживания наших предков. Ну, он не очень большой, да, но по толщине имеется в виду, да, но вот оказался чрезвычайно насыщенный по ценности, по обилию материалов своих, очень много. То есть получается, что вот когда там крепость построили с той стороны, люди стали селиться, вот кто-то себе тут жилище построил, уже, ну, может быть, на окраине посада, жил здесь, жил, потом через 40 лет приехал другой воевода, крепость перенесли туда, а дом все равно остался, но оказался уже не на окраине посада, да, а практически вот в сфере влияния уже опять большого. И люди здесь жили все время строили, все время что-то копали. Но мы сейчас тоже строим и копаем. Да, и так же, как мы сейчас, ничего не меняется с веками, точно так же все время строили, все время копали, поэтому все слои у нас перекопаны, вот так вот все в кучу, там яма, тут канава, где-то что-то насыпали, и две постройки, как минимум две, у нас здесь друг на друге находились. Вот та постройка, которую мы уже сняли, полы замечательные, вот, и постройка более поздняя, уже вот 20-го столетия. Ребята рассказать, кто это, откуда и что они делают, и может быть мы подойдем, и они расскажут, что Давайте. они. Это у нас волонтеры работают. Вообще с начала сезона у нас работали еще и студенты исторического факультета. Я очень благодарна декану исторического факультета Наталье Анатольевне Стручковой и Валерию Георгиевичу Аргунову и Кюне Айдаровне, преподавателям, за то, что они вот такую помощь бесценную мне оказали. А сейчас здесь у нас было 40 человек, именно поэтому мы смогли вот такой масштаб осилить огромный. Сейчас остались здесь 20 человек, это волонтеры из комсомольской организации. Давайте ближе. Давайте мы подойдем к кому-нибудь. Ну давайте к кому-нибудь. Вот надо работать именно вот таким современным способом, лопатами. Ну, на самом деле в археологии можно работать только так, исключительно вручную. Нет, ну я-то привык. Помните, как нам показывают римские, потом Вообще так плохо стало. Ну вот посмотрите, вот посмотрите, вот эти огромные площади скрыты. Вот здесь, кстати, вот как раз помойная яма, это легендарная. Да, вон сидит Валентин, автор находки этой замечательной помойной ямы. Вот это делается, вот эти все
Площади вскрыты вот именно таким способом, вот так вот совочками. В общем, А можно узнать, от Египта мы мало отличаемся. Что ты испытывал, когда обнаружил карту? Я удивился. Удивился? Да, когда нашел очень много кожи с теликовой кожи. А вот чем вот эта работа тебя привлекает или вообще интересно, чем вот для наших зрителей, что вы можете сказать? Ну, все-то думают, ну им делать нечего, вот и копать. А вот чем тебе интересно? Ну ты нашел эту находку и что? Какие чувства? Интерес или просто... Новое впечатление о чем-то, да. Ну, знаете, интересно копать, когда ты знаешь, что там лежит что-то не... как сказать... Ну скажем так, все думают, что вы клад копаете, а вы же не клад копаете, а принадлежности людей прошлого века, позапрошлого, ну, людей, которые много лет назад ездили. Ну вот что ты испытывал, вот нашел и сразу отнес Екатерине? Я удивился, то что я единственный, кто нашел вообще, допустим, Удивился, что ты единственный, что нашел? нашел то, что не находили до меня. Все понятно, ты уже гордишься этим, ты уже в историю попал, я правильно понимаю? А вообще вот эта работа в данный момент, она насколько трудна для вас, для молодых? Да не особо так. Не особо так? Да. Пойдем посмотрим, что будем делать дальше. Да. Екатерина, а вот здесь такой вот... Да, но сейчас это имеет достаточно уже такой непрезентабельный вид. На самом деле это был разведочный шур, который закладывали в прошлом году с целью определить состав слоев, наслоений вот этого места, чтобы понять, где у нас находятся культурные остатки и где мы должны, на каком уровне мы должны заканчивать раскопки. Вот. И в прошлом году, ну, мы уже тут срыли достаточно много за этот год, он был выше намного, и в прошлом году мы дорыли этот шурф только до вот этого желтого песка, вот, который у нас теперь поверхностью является. Вот, и потому что вода, дальше пошла вода, то есть дальше копать уже было невозможно, была вечная мерзлота и была вода. И мы решили, что тот черный слой, который мы видим сверху, это наше культурное наслоение, но это так и есть на самом деле. А вот этот песок, это уже все, это материк, это уже пустая порода, где уже ничего нет. Но в этом году, когда мы стали, он у нас за зиму вот пришел примерно в такой же вид, когда мы стали расчищать этот шурф, мы увидели вот эту вот тоненькую черную полоску. Сверху, видите, вот под песком идет такая тонкая черная полоска. Вот, пошли копать дальше. Такой толстый, опять же, у нас слой темный пошел. Это темнота образуется в результате разложения органических остатков. То есть вот это тоже слой, вот эта черная полоска, это, по-видимому, почва, по которой ходили люди. Ну вот получается, если у нас вот этот уровень вышел, здесь он как раз в 17 веке. Секундочку. Вот. То есть вдруг у нас вместо одного оказалось два. А я вот хотел узнать... фарфор, ну, маленький фарфорчик, вот так крошечный фрагмент фарфора. И вот так вот кричат, и вот да. Тут много очень, поскольку здесь стоял большой дом, вот я вам фотографию покажу, я ее принесла специально. До начала 80-х годов здесь стоял большой дом, который был построен в 30-е годы под детский сад, но уже в 60-е годы это был жилой дом. Здесь жили 4 семьи. И вот до 80-х годов, в начале 80-х годов он сгорел, этот дом.
Вот, и поэтому здесь очень много остатков советского периода, вот, да, ну, начиная вот и там 30-е годы, военное время. В прошлом году была у нас такая находка, которая просто вот привела меня в такое романтические настроения. Мы нашли обгоревшую фигурку мраморного слоника. Знаете, такая вот есть песня «Послевоенная танго». Деревянные домики, накомодные слоники. Вот, то есть следы жизни вот на этом участке мы можем теперь проследить, начиная с 17 века до 80-х годов 20-го столетия. А вот черные копатели, я понимаю, все они наушены, они есть, они вам мешали. И вообще ценность для черных копателей здесь есть? Нет, реально на самом деле никакой ценности для черных копателей здесь нет. То есть здесь нет предметов, которые можно продать. Монеты, которые найдены... Вчера, да. У нас за 2 года работ скопилась достаточно большая коллекция монет разнообразных. Но в основном есть, конечно, монеты редкие, но в основном это распространенные монеты, которые на рынке стоят недорого, еще учитывая то, что у них очень плохая сохранность. То есть нужно понимать, что если даже найдем те же монеты, которые мы нашли, да. Это что-то типа наши десятки сейчас, да, а у них или копейки средние. Вот, то есть продать, допустим, если даже черный копатель здесь нашел бы вот ту монетку, которую нашли при вас позавчера, он задорого продать бы ее не смог. Потому что она, во-первых, таких монет очень-очень много, а во-вторых, нашли мы позавчера 2 монеты номиналом деньга, выпущенные в 1748 году. Вот, их много, и вы сами видели, что сохранность этой монеты плохая, что существенно в разы снижает ее стоимость на рынке. Тем не менее, черные копатели были. В этом году тьфу-тьфу вроде бы нет, благо у меня вот здесь вот соседи в доме. Мы будем рассказывать о них, потому что наблюдатели есть, охрана здесь. Да, охрана есть. Мне каждое утро докладывали, что они увидели за вечер там или за ночь. Вот, и по их рассказам, да, были интересующиеся персонажи в прошлом году, которые тут ходили, пытались что-то найти. Несмотря на то, что мы в начале работ очень тщательно скрывали и не выкладывали никакую информацию, не выдавали, тем не менее, каким-то образом в сети очень быстро появились всякие легенды и мифы, ничего общего не имеющие с реальностью, как обычно, что, конечно, привлекало по ночам всевозможных любопытствующих. Но, слава богу, большого вообще вреда они не нанесли. Вот как археологу, если мы как сказать, если мы здесь бы нашли что-то драгоценное, золотое, знаете, это как, я помню, кое-где нашли клад с серебряными, и тогда археолог, который его нашел, 25% от итальянцы в России же есть комедии, там, да. Вот, а сейчас-то как? Если вы найдете, это же собственность государства получается? Да, это собственность государства. А вознаграждение какое-нибудь? Нет. Уже не принадлежит. А если это нет, клад? если, допустим, я бы нашла, например, там клад золотых монет на собственном огороде, это одно. А если я его нахожу в процессе археологических раскопок, это совсем другое. То есть ребята здесь работают только внутренняя потребность? Ну, не только. Им небольшая плата предусмотрена, они по окончании работ небольшую зарплату получат. Но, конечно, вот у них появился большой интерес. Тогда вы нам расскажите, вот веревочки, да, вот там смотрю, вот, что они означают? Тут вообще это соблюдение у нас методика работ, она требует, методика раскопок. Вы видите, у нас по всему периметру везде колышки, протянуты веревочки, потом колышки буквально, наверное, сегодня к вечеру этими колышками будет покрыт весь раскоп.
Он и был покрыт, просто работать с ними неудобно. Мы их сняли, вон они лежат. Это квадратная метровая сетка, на которой мы отмечаем расположение находок. Для науки имеет значение не только сам факт обнаружения находок, но и то, как они расположены относительно друг друга. А вот это зачем? Это для чего? Потому что иногда, вот, например, видите, мы видим, да, что горшок и мутовка, они вместе, то есть мы уже можем представить себе какую-то жизнь. Наша основная глубинная цель это реконструкция жизни прошлого, вот как жили, да, вплоть до того, что у нас есть специалисты, которые духовной культурой прошлого занимаются. Вот, то есть, чем более точно мы определим взаиморасположение, тем лучше мы сможем понять, вот какая жизнь здесь протекала. Например, вот здесь, да, мы нашли в одной куче, мы знаем, что это у нас, видимо, помойная яма. Да? Если, допустим, мы бы нашли здесь предметы какого-то конкретного ремесла, допустим, мы бы могли сказать, что ага, в этом доме жил там, например, сапожник, кузнец, и кто-то еще. Вот. И она с большой точностью позволяет наносить на план, вот план у меня там есть, все расположения, всех находок на раскопе вот, независимо от них. Он весь разбит. Вы видите, у нас вот эти ярлычки вот такие висят, там написано цифры. Почему вы здесь работаете? То есть каждый работник, он знает буквенно-циферный код своего квадрата. Вот, можно определить и отметить в соответствующем месте месторасположения находок. Данная территория вся куда-то занесена, госреестр. Да, ну, она потом будет занесена, когда мы подготовим отчет, он пойдет в отдел полевых исследований в Москву, и в итоге попадет в специальный ведомственный архив на вечное хранение. Здесь вот меня попросили вам задать вопрос. Да. Давайте вот к той стеночке быстро подойдем. Пойдемте. Неужели на вот такой глубине, да, вот такой глубине я вижу, что вот это культурный слой, да? Да. Вот это вот. Да, вот это культурный слой. И вот знаете, таком... на самом деле лучше видно с той стороны. Ну, давайте туда. Вот видите, это угольки, да, это вот какой-то след пожара, вот, или печь, вот видите, кирпичи, да. Вообще, если смотреть по количеству кирпичей, у нас здесь печек много, вон там находилась большая печь, которая, видимо, отапливала вот этот большой дом. Ну, то есть разных времен, да, получилось? Да, разных времен. Так, аккуратненько, только вы смотрите ради бога, потому что вы там гумок сейчас. Вот мы находимся здесь, тоже какой-то квадрат согласно сетке, да? Да, конечно. Вот видите, все отмечено. Мы еще и сегодня, я вот как раз собираюсь. В итоге вот эти стеночки, они все должны быть ровные. Здесь будет видно все строение. А это строение было, да? Строение, имею в виду, земли. Да, здесь вот видите, мы можем, здесь было тоже два строения, одно над другим. Да, вот стенки, вот это, по-видимому, остатки конструкции вот того большого дома, который здесь стоял до 80-х годов. Под ним находились конструкции дома более раннего возраста. Вот. Под ним. Мы их уже просто сняли, но вот они были. Наши, да. Вот, и находки. И вот здесь мы видим строение, видите, как устроено. Да, вот основной наш культурный слой, это вот здесь находится. Перемешанный такой весь, перекопанный с вот этим, с вот этим. Нет, ты сколько ему здесь сантиметров же? Здесь сантиметров 20. Ну, он везде разный. По толщине где-то он совсем маленький, где-то он совсем, вот там он больше. Вот смотрите, вот у нас щепки, видите, тоже вот щепки идут. Это вот остатки строительства. Вообще, вот когда мы сделаем красивый разрез, можно будет рассказать историю жизни вот этого участка. Вот на таком маленьком, 27-метровом слойке мы можем найти. Можем. Представляете, дорогие друзья, что в таком маленьком слое можно найти и узнать о своих предках, да? Можем. А здесь вот можете рассказать? Вот нашли что-то, давайте посмотрим.
подойдите. Это что-то нашли такое Да, это что-то очень... интересное, да? Да, что интересно. Опять или Аргентине тут что-то нашел? У вас уже есть чемпионы по находкам? У нас есть, да, вообще у нас это вот... Ой, батюшки. Это вот фрагмент какого-то глиняного изделия. Вот оно глиняное, видите? Но украшено вот таким вот орнаментом интересным. Ну, это, наверное, современное. Мы потом будем с этим разбираться, потому что я уже сказала, что слои здесь очень перемешанные. И зачастую даже на одной и той же глубине находятся предметы совершенно разных эпох. Это характерно для городских культурных слоев, где все время живут, все время копают, все время что-то строят. То есть это вот очень характерно, это в этом достаточно большая сложность именно городской археологии, потому что тут практически не бывает четких таких вот слоев по времени разделенных. Сейчас мы находимся, да, Вот это вот поверхность, на которой стояли еще лет 5, наверное, назад еще стояли гаражи. Да, да. И вот эта вот поверхность, мы здесь ходили, Да. все, да, и даже не догадывались о том, что у нас под ногами. Ну, мы-то специалисты, историки, мы, конечно, знали, потому что мы знакомы с историческими картами нашего города. И, конечно, мы-то знали, что здесь были постройки, и жили люди и прочее, но основные жители вот этих домов, этого района, они здесь ходили и даже не догадывались, что у них под ногами лежит 300-летняя история нашего города. Вот 2 дня осталось, да. О чем-то вы жалеете. Здесь будет уже память. Знаете, вот когда заканчиваешь раскопки, неважно от их результатов, всегда остается чувство какого-то сожаления. Как будто что-то закончилось. Да, вот как бывает, когда что-то в жизни заканчивается, такое чувство легкого сожаления. Да, но здесь, конечно, сожаление отнюдь не легкое, потому что потому что вот эту замечательную помойную яму мы нашли буквально в прошлую субботу. И вот этот второй культурный слой, который мы совершенно случайно обнаружили, мы не предполагали, что он есть, поэтому в планах работ у нас не было совершенно, поэтому сроки были обозначены с учетом той информации, которая у нас была. Будет очень жаль, если вы видели, какие уникальные находки у нас, будет очень жаль, если вот это все буквально там недели через 2-3 пойдет под бульдозер. Потому что мы тогда рискуем потерять очень много информации о раннем периоде жизни нашего города. И вот здесь возникает вопрос. Все-таки сколько лет нашему городу? Что там у нас? 386. Да, вот 386. Потому что документы письменные есть. Это известно. Вообще мировая традиция в этом вопросе, она отчитывает... Еще тоже от этого же. От этого же, да, вот смотрите-ка. Вот у нас. Да. Вы знаете, у нас уже достаточно много. Вот это вот фрагменты, уже крышечка, да, явно. У нас достаточно много фрагментов вот этого сосуда. Ну, попытаемся, может быть, что-нибудь склеится. Понятно. То есть вполне возможно, Да. что и древний, да? Может и древний, ну вот он такой очень красивый, может и нет. Это вот уже мы потом посмотрим. Ну, керамика уж больно какая-то хорошая. И обжиг уж больно какой-то качественный. Ну, возвращаясь к вопросу, может ли ваши раскопки все-таки ввести какую-то разногласие чтения года? Нет. Или оно все-таки доказательство? Оно доказательство. Знаете, я иногда сопровождаю по городу гостей, научных мероприятий. И очень часто слышу такой вопрос: а чем же вы можете доказать, что вашему городу почти 400 лет? У вас же нет ничего.
Понимаете, то есть люди смотрят, они видят современный Якутск, да, красивый, замечательный, но доказать почти 400-летний возраст нашего города, доказать то, что это действительно, то есть каких-то материальных свидетельств, мы же не будем вот туристам на улице, да, показывать архивные источники, правда? Вот, Нет, ну можно как в Риме, там просто пришел, купил, ушел. Видимых, каких-то вот видимых, таких, которые люди могли сказать, да, увидеть, сказать, да, действительно это вот. У нас таких нет. И люди имеют полное право не верить, что Якутск старейший город на северо-востоке Сибири. Вот. А эти материалы, они нам позволяют воочию показать возраст нашего города, жизнь его людей в тот период, когда он был совсем молодой и совсем крошечный. Вот, то есть это, конечно, огромное историческое значение имеет и огромное значение вообще вот для истории нашего города, для реконструкции его повседневной жизни, вот обычной жизни обычных людей в тот период, когда происходили великие географические открытия на северо-востоке Сибири, да, вот те события, которыми мы гордимся. Вот такую обувь, как я вам показывала, да, носили вот все великие первопроходцы, Семен Дежнев, Василий Поярков, Иван Ребров и прочие же с ними. Говорят, ваши раскопки на сегодняшний день документально. Ну, уже материально городу действительно больше 300 лет. Да, действительно так. Но вот весной, вот в связи с обнаружением фрагментов якутской керамики, весной такая была небольшая шумиха по поводу, ну, это, конечно, интернет-сообщество, оно такое своеобразное в этом смысле. Вот. Но на самом деле мировая традиция вот в этом вопросе, она определяет возраст поселения именно с момента образования конкретно этого поселения, а не какого-либо другого. Вот, ну, например, возраст Бухареста, допустим, отсчитывают совершенно конкретного документа, изданного Владом III Басарабом, которого все знают под именем графа Дракулы, о основании крепости. Хотя на самом деле город уже, ну, какое-то поселение уже было к тому времени. Крепость построена не в пустом месте. Ну, может быть, они... Например, возраст... Нет, там валахи так и жили, и он просто вот построил, и этот документ, он демонстрируется у них в городском музее, вот этот документ, с которого отсчитывают возраст Бухареста. Возраст Нью-Йорка отсчитывается с 1626 года, когда было построено именно европейское поселение на Манхэттене, а не со времени существования индейского поселения, которое там было. Если европейцы пришли, там было индейское поселение. Но возраст Нью-Йорка отсчитывается именно с возраста основания Нового Амстердама. Нью-Йорк основали голландцы. А это не означает, что вы тоже ищете поселение Якутска? Я читаю Якутское поселение уже более Нет. Якутское поселение, скорее всего, вот в таком хорошем, удобном месте. Вот еще это, фрагмент. Помните, да, я находил Да, вот я узнала вот по этим дырочкам. Вот видите, еще фрагмент этой же посудины, тоже вот этой же крышечки, у него такие своеобразные. Там у нас еще есть фрагмент прям с 5 вот такими дырочками, вот так вот прямо сразу. что-то интересное. Да, что-то интересное, действительно. 30-е годы, наверное, этим пользовались. Может и советское, кто его знает. Потому что, ну, я говорю, качество уж более. Хотя, вы знаете, мы вот имели тоже столкновение с очень высококачественной керамикой 17 века. Тонюсенькие стенки, миллиметр, наверное, толщиной. Я когда их клеила, я была вообще в шоке, как они вообще это слепили. 17 или, может быть, 18 век. Но это явно высоко квалифицированный мастер, это покупная посуда, конечно. То есть поэтому и высококачественная. Поэтому, ну, это вот тоже все очень относительно. Это качество керамики и так далее. Это требуется изучения, анализа. Потом только сказать. Можно ли доказывать, что еще нашли? Ну, тут много. Вот керамика, она идет. Вот, видите, вот сейчас, наверное, мы с вами увидим якутскую керамику прямо. А вот и... Или нет? Это обломки, по-моему. Это не... Нет, я думаю, что мы сейчас с вами увидим хорошую... Где перчатки?
перчатки оставила там. Хорошую гончарную русскую керамику. Вот, да, как раз очень хорошо видно. Вот если вы присмотритесь, да, вы увидите здесь вот такие параллельные линии, которые говорят о том, что керамика методиста лучше нет, получше, вся плохая. Ну, есть у нас очень красивые, или вообще-то все-таки... Ну, опять вы нашли находку, которая доказывает, что все-таки Якутску 300 лет. Да, Якутску больше 300, 386, да. Якутское поселение здесь вполне могло быть, опять же, потому что очень хорошее, очень удобное для жизни место. То есть вполне может быть, что жили якуты, потом постройку там построили, народ начал подселяться сюда. Ну, это вполне реально. Ну, я так понял, потому что если мы найдем якутское поселение, которое было раньше дорусские, это что-то поменяет? Нет. В дате рождения города? Нет. В дате рождения города Якутска это ничего не поменяет. Я не зря привела примеры Бухареста и Нью-Йорка как примеры показательные вот, в плане мировой традиции вот, датировки поселений. Возраст Москвы, например, мы тоже отсчитываем с 1147 года, хотя когда было упомянуто именно в документах именно слово «Москва», хотя на самом деле прекрасно известно, что поселение там было и до этого, да, и усадьба Боярская была, и на Боровицком холме найдены и поселение каменного века. То есть как бы на территории Якутска, кстати, у нас тоже есть поселение каменного века. Вот если вы спросите Виктора Михайловича Дьяконова, крупнейшего специалиста в области древности долины Туймада, то он вам нарисует шикарную картину жизни вот здесь вот на территории нашего города, там, не знаю, 3-5 тысяч лет тому назад. Очень интересно, конечно, у нас очень интересный состоялся разговор с места событий. Мы были так, с раскопкой города Якутска. Как бы вы назвали бы вот это место? Этот объект у нас зарегистрирован в реестре выявленных объектов культурного наследия под названием местонахождения Логовая. Не логовая, а лаговая. Логовая. Потому что вот то, что сейчас, увы, называют озером Теплым, на самом деле это протока, которая исторически называлась Лог. Да, поэтому тот район у нас называется Залог. Да. А улица, вот которая сейчас носит название Кулаковская, улица Кулаков, имени Кулаковского, первое известное в истории ее название Логовая, потому что она идет вдоль лога. Потом она была названа улицей Астраханцевской по имени городского голова Астраханцева, который очень много сделал для нашего города. Ну и потом в советское время она тоже меняла свои названия. Но исторически первое известное ее название это Логовая, поэтому этот памятник вот так вот назван. Вообще вот эта часть города, где мы с вами находимся, это тоже полностью объект культурного наследия, который зарегистрирован как историческая часть города Якутска. То есть это вот маленький кусочек вот этого большого объекта культурного наследия. С вами были Екатерина Строганова, Олег Желнин, но дело в том, что, дорогие друзья, если у вас что-то есть интересное, мы можем прийти к вам и поговорить так же, как поговорили с Екатериной. Ну, я думаю, что мы еще встретимся. Ну, я тоже надеюсь, что мы не прощаемся с вами. Ну, дело в том, что раскопки у вас должны закончиться завтра, да? Да, у нас по договору последний день работы завтра. Потом у нас еще выделено время на подготовку отчета. И судьбу этого объекта будет решать Департамент охраны культурного наследия Республики Саха-Якутия. Дальше будет, мы вам расскажем, что же будет дальше. Да. До встречи. Не так все просто.